Спрос на главный символ Нового года растет день ото дня, а за ним ассортимент и цены. Лесную красавицу можно найти на любой вкус и кошелек. Цены от 150 до 350 рублей. Елочка в 4-5 метра стоит 1000 рублей. Для тех, кто не хочет раскошелиться на деревце, может украсить свой дом пушистыми ветками за символическую плату в 20 рублей. Семья Сафиных каждый год покупает новогоднюю ель. С главным атрибутом праздника встречать Новый год веселее, делится с нами глава семьи. Натуральные елки же красивее, чем искусственные. Все равно какой-то этот есть. Каждый год новые. Да. А искусственные елки, они что, каждый год одно и то же. В хвойном бизнесе Радик Шаяхметов 8-й год. Свою продукцию он привозит из Зилаирского района. Торговля елочным, она доставляет удовольствие от качества елок. Есть качество елок, значит, есть качественная прибыль. Отсутствие качества елок, отсутствие качественной прибыли. Чтобы елка не осыпалась, рекомендуется не сразу ставить ее в квартире, а подержать несколько часов на балконе или в прохладном подъезде. Радик Шаяхметов также рассказал, как лучше ухаживать за лесной красавицей. Елку нужно желательно поставить в ведро с водой, добавить небольшое количество сахара для активного позеленения. Она вообще становится влажно-мягкой. Если еще ее даже и хвою намочить, то идеально получается. То есть нужен уход. В общем, несмотря на кризис, люди все же предпочитают искусственную настоящую ель. Если брать статистику по заготовкам, то в Башкортостане лесники подготовили для праздника 70 тысяч новогодних деревьев. Из них 44 сосна, 16 тысяч пихта, 10 тысяч ели. Заготовка хвойных деревьев продолжится до 26 декабря. Так что к концу года предпринимателям останется удачно реализовать свой товар, а сибайцам насладиться хороводом вокруг пушистого зеленого дерева. Альфия Янчурин, Дамир Хайбель, Гульгнар Раскильдин, телекомпания СТВ.